сердечно приветствую вас. И с самого начала я хочу пожелать, чтобы вы скорее вернулись к нам. Мы должны простить все, что чем другого пути я не вижу. Ни для Грузии, ни для нас. Я думаю, что Грузия все должна сделать для того, чтобы Абхазы были в мире и благополучии. Абхазия не была без абхазов, как это произошло в Сочи. Ведь 11 лет был абхазским епископом и митрополитом. Я не видел вражды. Я имею много крестников абхазов. Абхазы приходили к нам в церковь, абхазы приходили домой, готовили, кушать готовили мне. Я ходил к ним домой. А потом вот получилась эта трагедия. Отец Виссарий, как вы думаете? Ваше Величество, конечно, думать можно многое разное, но думать, вот, чтобы это было полезно для абхазского народа, для грузинского народа, я полагаю, что все же ваша мудрость и ваша любовь к этим народам, которую выражает ваше Высокородие, любовь к этому народу абхазскому, любовь к этому народу грузинскому, любовь вообще к друг другу. И когда мы это слышим с уст вашего святейшества, оно дает чувство такого долга и оптимизма, что можно искать и нужно искать пути этого разрешения. А как это можно искать, я надеюсь, вам больше известно, наверное, молитвами вашими. Да. И молитвами, наверное, всех, если будем обращаться к Богу. Произошло, знаете, какое-то наказание произошло. Божие наказание. Меня удивило и поразило вот та враждебная встреча, которая была, когда я был в Абхазии последний раз, около Вышки, около Гудаута. Научили там, как его фамилия этого, кто там был руководитель, Озган, нельзя было. Я с любовью приехал, молился за всех. И такое было, такая встреча была. Это также могут провоцировать. Очень хорошо, что вы сказали, но патриарху не нужно оружие, для чего было нужно. Я приехал с любовью. Я к чему это говорю? Я не для того, чтобы упрекнуть людей. Просто людей вот спровоцировали. Освещать их, освещать каждого человека. Вот. Да, надо им. Там христиане абхазы, а где вот Гудаута, там более мусульмане. Ваше Величество, я Выхинский. Я прошу прощения, Ваше Величество, насчет рода. Мы же знаем от 70 апостолов Аплия, Пелия. Есть там Плия. Вот от 70. Я знаю, а Аплия не знаю. Вот.
Прошу, пожалуйста, посмотрите, от всевидящего апостола Амплия. Есть Амплия, есть Апилия. Ну, что это? Род его такой неплохой. Ваша мудрость. Я сердечно приветствую вас. И с самого начала я хочу пожелать, чтобы вы скорее вернулись стали. Мы должны простить все, что примириться. Другого пути я не вижу. Ни для Грузии, ни для Абхазии. Я думаю, что Грузия все должна сделать для того, чтобы Абхазия были в мире и благополучии. Чтобы Абхазия не была без Абхазов, как это произошло в Сочи. Я хочу сказать, что отношения Грузии, Абхазии, то же самое надо достичь. К сожалению, в Абхазии есть еще по телевидению, там, красивые, такие антигрузинские фильмы. И в Абхазии должен быть воздвигнут монумент, где будут вместе написаны. Ведь 11 лет был абхазским епископом и митрополитом. Я не видел вражды. Я имею много крестников абхазов. Абхазы приходили к нам в церковь, абхазы приходили домой, готовили, кушать готовили мне. Вот. Я ходил к ним домой. А потом вот получилось эта трагедия. Отец Виссарий, как вы думаете? Ваше Величество, конечно, думать можно многое разное, но думать, вот, чтобы это было полезно, ваша мудрость, ваша вот эта вот любовь к этим народам, которую вы выражаете из уст вашего Отечества, любовь к этому народу абхазскому, любовь к этому народу грузинскому, любовь вообще к друг другу. И когда мы это слышим с уст вашего Отечества, оно дает чувство такого долга и оптимизма, что можно искать и нужно искать пути этого разрешения. А как это можно искать, я надеюсь, вам больше известно, наверное, молитвами вашего Отечества, да, и молитвами, наверное, всех. И наверное, обращаться к Богу. Произошло, знаете, какое-то наказание произошло. Божие наказание. Во-первых, вот когда я был 11 лет, в течение 11 лет, вот, я призывал, проповедовал, все. И грузины и абхазы очень мало ходили в церковь. Большинство русские. И они даже обижались, русские, что вот нас много, а
Лазарь там 1-2, грузинов тоже много. И он обращает внимание на них. Вот. Все были заняты своими делами, мандаринами, вот там, домами, своим богатством. О церкви никто не думал. Меня удивило и поразило вот та враждебная встреча, которая была, когда я был в Хазе последний раз, около Вышни, около Гудаута. Там научили там, как вы его фамилию этого, кто там был руководитель, Озган? Тогда был Василий Зубов, он был. По его как-то вот призыву или как люди вышли, мы ехали из Гагры и вышли. И такие вот враждебные. Мы хотели заехать туда помолиться в храм. Я сказал, если такое отношение не нужно, просто мы проедем, больше ничего. И мне кажется, это было наказание Божие. Это нельзя было. Я с любовью приехал, молился за всех. И такая встреча была, к сожалению. Настали люди. А для чего патриарху оружие? Патриарху оружие не нужно. Наше оружие – это любовь, наша вера. Да, конечно. Очень хорошо, что вы сказали. Но патриарху не нужно оружие. Оружие для чего было нужно? Я приехал с любовью. Я к чему это говорю? Я не для того, чтобы упрекнуть людей. Просто людей вот провоцировали на это. Это вечер был уже темнело. И этот кто-то подошел и сказал, пока мы подъехали туда, сказал, что там люди стоят и перекрыли дорогу туда, в Лыхну. И я сказал, что если такое отношение, не надо заезжать туда, в Лыхну. Прямо поедем спокойно. Но я думаю, что наши народы поймут, где истинный путь. Наши народы поймут, что они должны поддерживать друг друга. Я считаю, что Абхазия будет счастливой будущей и спокойной, как вся Грузия. Сейчас вот вы знаете, у нас новое правительство, очень энергичный президент, молодой, 36 лет ему. Такое, тоже это мы тяжело это пережили, вот эту вот смену правительства. Я призвал людей, чтобы не стреляли друг друга. И, слава Богу, послушались. И такое противостояние было в Тбилиси.
140 тысяч человек с одной стороны и 140 тысяч около 40 тысяч другой. И они могли столкнуться. Но, слава Богу, так вот, без крови все обошлось. И президент Шеварднадзе сделал очень мудрый шаг, что он ушел в отставку. Потом, через 2 дня, кажется, или на второй, или на третий день я посетил его. И он был очень спокоен, и он сказал, что другого пути не будет. И он даже сказал, что я бы утром хотел сделать этот шаг для того, чтобы не пролилась кровь. Но там было окружение такое, окружение, которое не давали это сделать. Но, слава Богу, сейчас все спокойно. Вот недавно было заседание 4 глав церквей, патриарха Московского, армянского, я и азербайджанского шейха по проблемам Кавказа. Потом у нас была встреча с Путиным. Он очень внимательно отнесся к проблемам вот, нашим, в частности, Абхазии и Грузии. И он даже сказал, что вот был, говорит, один момент какой-то, когда уже решался абхазский вопрос, как положить. Я не знаю, по крайней мере, мне неизвестно, когда это. Вот. И очень он благосклонно относится к разрешению вот этих проблем. Я сказал ему, что абхазская проблема должна быть решена с помощью России, при активном участии России, для того, чтобы создать платформу, такую хорошую платформу для будущих хороших отношений. Я желаю, чтобы вы тоже снова возникли. А кто остался, остались там ваши родственники? Вот надо все сделать для того, чтобы от мусульманства как-то. Традиции абхазцев. Желание Абхазии, что существовали, если я знал, то как было так, мы уехали, на второй день как провалился полностью под землю. И так вот до этого становилось они провалились. Традиции этого абхазского, ваше отечество, не позволяют им жить. И моя дочка будет замуж за одного человека. Не позволяют. Объясняют сами. В сердцах этого. Поэтому вы не понимаете. Те традиции, мы должны, конечно, посвящать их. Освещать каждого человека. Вот туда надо именно. Вот все. Что? Вот. Где Елорин там, это, да, там христиане абхазы, а где вот Гудаута, там более мусульмане. Ваше Отечество, я учился. Как раз помни. А ваши формы грузинские? Вообще, это Богу известно, я не знаю сейчас, но кто это абхазцы, приехавшие к царству База.
Откуда они? Где находятся? Сапилю, я знаю, я был. Это при царствовании Лазов, когда царь Губарс был, именно род Аплия, переехавшие туда, и Сапилю, там вот, я знаю Давида, я знаю многих, они выходцы из конкретно Лыхинского, Всеволожского, ну, совместно царство Лаза, Впрочем, сейчас вот очень много изучается относительно Лаза, вот, Чанов, вот эти. Вот мы в прошлом году были в Турции были, в Каппадокии совершали богослужение 3 патриарха, Вселенский, Александрийский. Это было впервые вот за то, что после завоевания, и мы с любовью там находились, потому что святая Нина, святой Георгий, оттуда, она же Каппадокия, из Каппадокии. А потом мы поехали оттуда на машинах, уже Тау-Кларчет, храм мы посещали. Верзерум сначала, а потом оттуда уже платить. Вот я прошу прощения, Ваше Величество, насчет рода. Мы же знаем от 70 апостолов Аплия, Пелия. Есть там Плия. Вот от 70. Я знаю, а Плия не знаю. Вот от 70 апостолов. От 70 апостолов Аплия. Есть Амплия, есть Апилия. Ну, что это? Род какой-то такой. Это Неплохой. Ваша мудрость. Еще давно сказал, Апа, от сына. Да. Апа. Апа это как бы сын. Я помню, вот в Сухуми и по-славянски молились, и по-грузински, приходили верующие. Отче наш, верует, там, читали. Ну, слава Богу. Очень много, Ваше Величество, позвольте, очень много радостного в этом языке, когда человек слышит свое. Буквально, значит, читая Евангелию на абхазском языке, я обнаружил для себя Абджар. Абджар. Скул, Ихчет, Зархав, Яла и Мазар. Значит, Абджар. Апостол Лука. Абджар это на грузинском языке. Абджар это для абхазца является оружие. Я как бы для себя... Нет, это не оружие, А грузинское это... Аб это отец, а джар это крест. Оружие, дословно переводится на роде Аб. Спрашивают, ученые сидели все. Оно получается как оружие. Значит, для абхазца оружие было... Я думаю, это православие всегда, вот, когда заходило. Корень, оружие, вот это является... На своем языке спокойно. Отличие от отличия. Так что не может он, для него оружие было, вот, оружие для абхазцев был крест. Сим победа, сим защита. Но это так, вот собрались там ученые, писатели, они не согласиться, там вот, значит, очень сложно, или трудно. У нас сейчас там встреча в церкви, вы желаете? Сегодня у нас была встреча с патриархом. Очень теплая встреча. И здесь, в Загорске, были мощи святой великомученицы царицы Кетера. Вот. И несколько лет тому назад я просил Святейшего, чтобы эти святые мощи вернули в Грузию. И они сделали икону, положили туда эти мощи. И сегодня будет торжественная передача. И очень важно то, что когда